правила и знаки дорожного движения изучаем весело через приключения. Чтобы с нами подружиться, ребенок каждый смог. Стоим на страже каждого дозорными дорог. Зима, рано темнеет. Хочешь гулять? Сейчас пойдем на елку. Но чтобы попасть на елку, надо идти по дороге. А это и перекрестки, и проезжая часть, и пешеходные переходы, да и темнеет уже. Чтобы нас было видно, нужно светиться. Это нужно, чтобы водитель в темное время суток мог заранее нас увидеть. Это нужно для нашей безопасности. Как же сделать так, чтобы мы стали заметнее? Удлинителя до елки не хватит. Стой здесь, я к бабушке. Свечкам электричество не нужно. Стой здесь, я к папе в гараж. Как можно в темное время суток так неосторожно вести себя на дороге? Водитель мог тебя просто не заметить. Я хотела, чтобы меня было видно, но ничего не получилось. Удлинитель короткий, свечки гаснут, фонарик разбился. Я знаю, что надо делать. Что? Использование световозвращающих элементов на одежде. Для темного времени суток это гарантия безопасности. Как это? В темное время суток водитель транспортного средства замечает пешехода, переходящего через дорогу за 25-30 метров. Проводим расчеты. При разрешенной скорости движения транспортных средств в населенном пункте 60 км в час, это расстояние 25-30 метров транспортное средство проходит от 1,5 до 1,8 секунды. Тормозной путь транспортного средства составляет от 34 до 40 метров. Что мы имеем? Наезд неизбежен. Бедный пешеход. И вот тут нас спасут световозвращающие элементы. Для тебя, Алсу, жилет, браслет и фликеры. А тебе, Пруник, ошейник и жилетку. Теперь водитель вас заметит на расстоянии от 130 до 140 метров. Вот здорово! Теперь пойдем все на горку кататься и ничего не опасаться. Вечером так мало света, пешеходы незаметны. Чтоб несчастья не случиться, надо нам, друзья, светиться.
Это знаки, это ленты, это чудо-элементы, световозвращающие, светоосвещающие. Снова дали вам урок, мы дозорные дорог.